день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы снимаем очередной выпуск нашей программы Green Talks. Наша сегодняшняя тема посвящена вопросу наилучших доступных технологий. Сегодня в гостях у нас Абенов Бауыржан, руководитель Бюро наилучших доступных технологий Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов. Добрый день, Бауыржан. Добрый день, Шахсалык. Спасибо, что смогли сегодня уделить нам время. Мы сегодня хотели проговорить о наилучших доступных технологиях. Как мы знаем, Международный центр зеленых технологий и непосредственно ваше подразделение, как Бюро наилучших доступных технологий, определено основные функции, согласно экологическому кодексу, который осуществляет процесс разработки, внедрения, сопровождения наилучших доступных технологий в Республике Казахстан. Поэтому первый вопрос я бы хотел вам задать. Вообще, что такое наилучшие доступные технологии, для чего они внедряются, как эта процедура регламентирована у нас в Казахстане? Спасибо за вопрос, Жаксалык. Действительно, наилучшие доступные техники — это такие технологии, которые способствуют для предприятий быть наиболее модернизированными. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь, скажем так, уменьшить антропогенную негативную нагрузку на окружающую среду и здоровье населения, а также немаловажным фактором является увеличение маржинальности самого предприятия. А вообще, чем у нас регламентирована вот эта процедура внедрения НДТ? Какие этапы будут проходить? Переход на принципы НДТ регламентирован в первую очередь это экологическим кодексом Республики Казахстан. Также существуют правила разработки, мониторинга наилучших доступных техник, а также пересмотра справочников по НДТ. В целом, если говорить об этапности по внедрению НДТ, то процедуру можно разделить на 4 этапа. Это подготовительные процессы, это проведение комплексного технологического аудита, который является первым этапом для разработки справочников по НДТ. Это согласование справочников по НДТ с техническими рабочими группами и утверждение данных справочников уже на уровне правительства Республики Казахстан. Вы только что сказали о технических рабочих группах, ТРГ, я так понимаю. Сколько человек входит в эти технические рабочие группы? Для разработки отраслевого справочника по наилучшим доступным техникам в первую очередь формируется состав технической рабочей группы, куда входят представители промышленности, представители науки, представители государственных органов, научных институтов, общественных объединений, экологических ассоциаций, отраслевых ассоциаций и иных заинтересованных лиц, кто, соответственно, подходит по коалиционным требованиям, которые утверждены председателем правления НАО МЦЗ-ТИП. Касательно количества участников в данных группах, оно не регламентировано, но на практике мы видим, что минимальное количество по справочникам — это минимум 20 членов ТРГ, и бывает достигает и более 80 членов. То есть по одному справочнику почти более 80 человек могут участвовать, да? Все верно. Вообще в Казахстане сколько справочников должно быть разработано, чтобы мы смогли говорить, что мы внедряем НДТ или внедрили НДТ? Хороший вопрос. Смотрите, согласно приложению 3 экологического кодекса должны быть разработаны справочники по 33 направлениям. При этом очень важным моментом необходимо отметить, чтобы справочники покрыли именно основной костяк предприятий. Это предприятия топ-50 наикрупнейших организаций, деятельность которых вносит наибольший суммарный вклад на компонент окружающей среды. Если говорить в процентном соотношении, это порядка от 70 до 80% от всех выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Получается, 33 направления, я могу говорить, что это 33 справочника? Или так неправильно будет? Не совсем верно. Почему? Потому что фактически их направлений 28, и 5, получается, это вспомогательные технические процессы, которые тоже должны быть охвачены в справочниках. Но эти направления могут быть, скажем так, имплементированы или объединены в один справочник по наилучшим доступным техникам.
Сама суть в чем заключается? Главное, чтобы область применения, да, или область распространения справочника соответствовала, скажем так, этому приложению. Экологический кодекс вступил в силу в прошлом году, да, то есть 1 июля. Буквально там прошло больше 1,5 лет. Сколько на сегодняшний день, там, благодаря центру, благодаря поддержке министерства, да, и там, крупной промышленности, сколько сегодня было разработано справочников? По состоянию в период с прошлого года, 2021 года, и по истекший период 2022 года центром уже разработано 12 справочников. Это направление по сжиганию топлива в крупных установках с целью производства электроэнергии, переработка нефти и газа, производство неорганической химии, производство цемента и извести, производство цветных металлов, таких как цинк, кадмий, свинец, золото, медь, добыча нефти и газа, добыча и обогащение руд, черных металлов, цветных металлов, производство ферросплавов. По сути, на сегодняшний день разработано уже 12 справочников. Я правильно понял? Все верно. Сколько планируете в следующем году разработать справочников? На следующий год запланирована разработка 3 справочников по таким направлениям, как производство чугуна и стали, производство алюминия и производство дальнейших изделий из передела черных металлов. Спасибо. Вот говоря о справочниках, о их разработке, я бы хотел уточняющий вопрос. Какую роль вообще здесь играет Международный центр зеленых технологий? Понятно, что она определено основные функции бюро наилучших доступных технологий, но я бы хотел более детально понять, какой процесс, да, возглавляется на центр, какую роль она играет. Только ли центр разрабатывает эти справочники? Вы все верно подметили, Жаксалык. Действительно, согласно действующего экологического законодательства, именно Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов определен как орган, осуществляющий функции Бюро НДТ в Республике Казахстан. И касательно даже проведения, скажу больше, проведения комплексного технологического аудита и как следствие разработки справочников по НДТ, это прерогатива именно центра. В свою очередь, хотелось бы также отметить, что Центр осуществляет деятельность по разработке справочников по НДТ не только своими силами, но и с помощью тех лиц, которые участвуют в технических рабочих группах, в научно-технических советах, а также благодаря международной поддержке, да, международному экспертному потенциалу. То есть мы в обязательном порядке смотрим на опыт стран ОЭСР, о чем нам говорит пункт 9 статьи 113. И, соответственно, эти международные организации помогают нам разрабатывать эти справочники на должном уровне. Вот говоря о международных организациях, какие именно? С кем вы сотрудничаете сегодняшний день для разработки справочников? Ну, это в первую очередь немецкое агентство УБА, также это французское агентство СИТЭПа и такая организация под названием ВИКУП. Эти организации являются основным костяком, которые помогают разрабатывать, сопровождать сам процесс разработки справочников по наилучшим доступным техникам для центра. Вот говоря опять же о международных организациях, я когда готовился к этому выпуску, я прочитал, что один справочник по энергоэффективности был разработан при поддержке, я вот просто, если честно, не разобрался, при финансовой поддержке или при технической поддержке GIZ. Разработка данного справочника была осуществлена благодаря Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в первую очередь. Между двумя министерствами нашей республики и Германии была договоренность по донорской помощи для Республики Казахстан по разработке данного справочника, который является межотраслевым, либо, скажем так, горизонтальным, и будет помогать нашей промышленности в улучшении качества
энергоэффективности своих технологических процессов. То есть этот справочник вы называете горизонтальный, потому что он может охватывать несколько или там более 5-10 да, направлений. То есть тот же там цинк, кадмий, там, да, золото, производство, там, переработка. То есть он может охватить все эти отрасли. Все верно. Любая организация, которая стремится сэкономить или осуществлять, скажем так, ресурсосбережение при своих основных технологических циклах, да, они могут свободно пользоваться данным справочником. Потому что те техники, технологии, способы, методы, которые определены в данном справочнике, они идут общепринятыми и общераспространенными. Вот когда вы говорили про процедуры разработки справочников и внедрения НДТ, вы сказали про комплексные технологические аудиты. Хотелось бы более подробно узнать, что это за комплексные технологические аудиты, чем его отличие от других аудитов, там, того же экологического аудита или там, энергетического аудита. Хороший вопрос. Что касается экологического аудита, мы все прекрасно помним экологический кодекс 2007 года. Действительно, в редакции этого кодекса было такое понятие, как экологический аудит предприятий. Но, к сожалению, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, такого аудита уже не существует. Комплексный технологический аудит предприятий, во-первых, как я уже сказал ранее, это первый этап разработки справочников по НДТ. В рамках данного аудита сотрудниками центра с помощью привлеченных экспертов осуществляется осмотр предприятий и дается оценка по существующему технологическому состоянию, по уже внедренным, возможным наилучших доступным техникам и перспективах к внедрению новых НДТ, которые возможно внедрить на тех или иных предприятиях. Вот когда вы сказали о 50 крупных предприятиях, то есть это таких топ-предприятий, где обязательно должно быть внедрено, я так понимаю, что это в экологическом кодексе они должны получить вот так называемые комплексные экологические разрешения, да, которые являются обязательными или добровольными. Здесь этот вопрос я тоже хотел, чтобы вы обозначили. И второй момент, когда вы разрабатываете вот комплекс, то есть проводите комплексные технологические аудиты, понятно, что совместно с экспертами, я так понял, много людей участвует в этом процессе. Только ли эти 50 компаний подвергаются комплексному технологическому или вообще подвергаются там все предприятия, которые в этой отрасли находятся? Спасибо за вопрос, Жаксылык. В первую очередь, что нужно понимать? Статья 111 Экологического кодекса четко регламентирует обязательность предприятий, операторов объектов первой категории получать комплексные экологические разрешения. Иные операторы объектов могут получить КЭР в добровольном порядке. Но для того, чтобы получить комплексное экологическое разрешение, для этого нужно, чтобы был разработан справочник по наилучшим доступным техникам. То есть комплексное экологическое разрешение, оно выдается с учетом внедрения НДТ на предприятиях и в целом перехода на принципы НДТ самих предприятий. Поэтому комплексное экологическое разрешение является очень таким действующим инструментом, как и во всем мире, так и на территории Республики Казахстан, для того, чтобы предприятия, которые планируют получить КЭР, будут способствовать, скажем так, к снижению техногенного воздействия и модернизации своего предприятия в целом. Вообще, сколько у нас предприятий первой категории? Предприятий первой категории на территории Республики Казахстан порядка 2000 предприятий у нас находится. Но эта цифра меняется, потому что новые предприятия открываются, да, либо ликвидируются старые предприятия. Потом есть такое понятие, как определение категории предприятий, где у предприятия меняются определенные технологические процессы, какие-то, скажем так, процессы уходят в сторону, либо новые производства открываются. Поэтому, соответственно, и категорийность меняется. Но в целом это порядка около 2000 предприятий первой категории. Которые
в целом как бы являются основными источниками выбросов в Республике Казахстан. Безусловно, То есть выбросов, сбросов загрязняющих веществ. безусловно. Да, вот здесь тоже хотел один момент, да, то есть зрителям, чтобы было понятно, что мы подразумеваем под загрязняющими веществами, ну, в первую очередь. Ну, загрязняющие вещества — это те вещества, которые активно находятся в нашей среде. Это вещества, ну, к примеру, такие как пыль, окислы азота, окислы углерода, окислы серы. Это мы говорим про именно воздушную среду, да, про атмосферу. В водной среде очень много загрязняющих веществ, которые, скажем так, тоже находятся в определенном количестве. Ну, необходимо также понимать, есть понятие допустимости этих веществ, как и в воздушной среде, так и в водной среде, которые регламентируются 168 санпином, то есть это гигиенические нормативы качества к воздушной среде, и 209 санпином, это санитарные правила к местам водоисточников. Поэтому загрязняющие вещества, они есть, мы вместе с ними, скажем так, или среди них живем. Другой вопрос, в какой концентрации они находятся вокруг нас. Вот как раз-таки наилучшие доступные техники и направлены на снижение этих концентраций для того, чтобы улучшить, скажем так, в том числе и качество нашей жизни. Жизни не только нашей с вами, Жаксылык, но и наших с вами сограждан. Вот еще раз, возвращаясь к загрязняющим веществам, есть две такие терминологии, это вот пороговые значения и маркерные вещества. Да, они также, я так понял, идут в паре с загрязняющими веществами, являются неотъемлемой частью справочников, да, не то что неотъемлемой, это ключевой. Да. Вот я бы хотел понять, что вы подразумеваете, ну, то есть под маркерными веществами и для чего должны быть пороговые значения? Спасибо, это очень важный вопрос. Действительно, маркерные вещества — это те же загрязняющие вещества, но именно такие вещества, которые характеризуют процесс работы самого предприятия, да, и его интенсивность загрязнения окружающей среды. Это основные вещества, по которым можно делать выводы и анализы, насколько предприятие загрязняет окружающую среду. Что касается уровней технологических к маркерным веществам, это те пороговые уровни, либо их можно еще называть технологическими нормативами, технологические показатели, которые контролируют и устанавливают определенный показатель, который нельзя превышать, для того, чтобы, опять же, не загрязнялась окружающая среда, либо была на том уровне, который допускает наше законодательство. В то же время, как я уже проговорил, чтобы деньги предприятия, да, не улетали просто в воздух, либо вместе с сбросами не сливались ни в накопители, испарители источных вод, ни в поверхностные водные объекты. Что касается установления и подходов в определении маркерных веществ, установления уровней к ним, здесь также хотелось бы сказать, что Центр не единолично принимает решения при разработке справочников в определении для конкретной отрасли, да, какие будут маркерные вещества, какие должны быть пороговые уровни к ним. Эта работа совместно проводится непосредственно вместе с технической рабочей группой. Все решения принимаются только совместно. Но также важным было бы, наверное, справедливым было бы сказать, что основными загрязняющими маркерными веществами, ну, для, скажем так, горно-рудной, горно-обогатительной отрасли, в основном это те же самые 4 загрязняющих вещества основных. Это пыль, окислы серы, окислы азота, окислы серы, которые являются индикаторами, скажем так, да, к их мониторингу, к их контролю. Также уровни. Как подбираются уровни? Пороги. Пороги. Да. Пороги, технологические уровни, они подбираются, исходя из международного опыта, в первую очередь. О чем нам говорит международный опыт? В первую очередь необходимо понять, кто из предприятий у нас бенчмарк. И исходить из того, что это предприятие при аналогичных технологических процессах, при
условно аналогичных производственных объемов по производству продукции достигают, скажем так, наименьших показателей, соответственно, это предприятие не бездействовало на протяжении определенного времени, оно модернизировалось, оно устанавливало не просто очистные скажем так, установки техники для снижения количества выбросов загрязняющих веществ, оно модернизировало само непосредственно производство у истоков. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, что да, действительно, Европа в свое время шла по пути очистки загрязняющих веществ у хвоста, у той же самой трубы. Но это бесконечно продолжаться не может. Если мы будем чистить только загрязняющие вещества на конце трубы, это будет дорога в никуда, мое личное субъективное мнение. С выбросами можно бороться бесконечно и при этом стоять на месте. Либо предприятие будет проводить модернизацию самого технологического оборудования, технологических процессов, этапов, в конце концов. И, соответственно, уже на этапе производства определенной продукции и технологического процесса эти выбросы будут, к примеру, окислы азота, будут в наименьшей своей степени образовываться и, соответственно, выделяться в окружающую среду. И дополнительно, конечно, можно ту же серу, ту же пыль доочищать уже на хвосте трубы. Ну, это, соответственно, и затраты будут уже наименьшие, нежели мы будем ловить всю эту, скажем так, грязь только на хвосте трубы. Это очень важно, и предприятия это должны понимать. Что касается пороговых значений, я вот, опять же, когда мы готовились к этому выпуску, Россия в 2014 году там ввела федеральный закон, который также говорит о том, что должны быть информационные справочники, да, у них называются информационные справочники, которые там также являются основой для внедрения наилучших доступных технологий. Если не ошибаюсь, порядка 51 справочника они разработали. У них это должно было заработать там, с 2019 года. То есть в 2014 они внедрили, там 5 лет разрабатывали, с 2019 года есть определенная процедура их обновления. Мы сейчас к этому вопросу еще раз вернемся. Сейчас хотел бы акцент сделать на пороговых веществах. Можем ли мы говорить по тем уже разработанным справочникам, по 12 нашим разработанным справочникам, что наши пороговые значения соответствуют европейским сегодняшним стандартам? И второй момент, российские. Вот я просто слышал комментарии коллег Российской Федерации, которые говорили, что они его адаптировали, и некоторые их показатели, допустим, адаптированы под Российскую Федерацию и не полностью отражает европейский стандарт, будем говорить так, брефовский стандарт. Да? Спасибо за вопрос, Жаксалык. Действительно, давайте так начнем. Что касается казахстанских национальных справочников по НДТ, Центр в рамках разработки этих справочников действительно старается ориентироваться на наилучший мировой опыт. Наилучшим мировым опытом на сегодняшний день являются те техники, технологии, показатели, нормативы, уровни, именно отраженные в странах ОЭСР. То есть это европейские брефы. Безусловно, Республика Казахстан старается равняться на данные, скажем так, страны. Что касается российских информационно-технических справочников, да, сокращенно ИТС, есть такое мнение, да, что при разработке таких справочников все-таки были учтены и утверждены, самое главное, фактически текущие уровни эмиссий предприятий в разных отраслях. Можно, к примеру, привести данные по электроэнергетике, теплоэнергетике. Да? Если БРЭФ, справочник БРЭФ по зажиганию топлива на крупных установках говорит нам, условно, там по пыли общей, да, что концентрация для котельных установок с мощностью более 300 мегаватт должна быть не более, скажем так, если мне память не изменяет, порядка 20-50 условно, то российские показатели начинаются от 200 и заканчивая 1200 или 1500 миллиграмм на нормальный метр кубический. Это нам говорит уже о том, что фактически пошло узаконение возможное фактической ситуации на существующих производств в России. Мы стараемся, в свою очередь, этот не совсем положительный опыт избежать и сделали немножко по-другому. В чем уникальность
справочника. Для новых установок в обязательном порядке были сделаны показатели, соответствующие международному стандарту, то есть уровню БРЭФ. Для существующих установок с учетом возраста, скажем так, да, предприятий, технологического состояния, изношенности, качества сырья, были установлены нормативы порядка 70-200 мг на нормальный метр кубический, что гораздо меньше, чем в Российской Федерации. В этой связи я считаю, и даже могу с глубоким убеждением сказать, что при разработке данных справочников Республика Казахстан в обязательном порядке учла все аспекты и, скажем так, соответствует всем стандартам наилучшего мирового опыта. Понятно. Вот опять же, да, то есть говоря о пороговых значениях, просто предположим, я не думаю, что вы такой расчет делали, с какой уверенностью мы можем сказать, что там 90 или там 95 или там 99% всех наших пороговых значений в рамках текущих 12 справочников соответствует европейским стандартам БРЭФ? Ну, очень большой процент, 90 и даже, возможно, больше, соответствуют, скажем так, те показатели и уровни к ним соответствуют наилучшему мировому опыту. Это мы говорим о тех справочниках, которые существуют в странах УЭСР, да, в Европейском Союзе. Но также необходимо понимать, что мы разрабатываем справочники и те, которых нет в Европе на сегодняшний день. Поэтому, идя по этому пути, мы также пользуемся возможностью, скажем так, тех же наших международных партнеров, да, таких организаций, как СИТЭПа, ВИКУБ, УБА. Они нам хорошо в этом плане помогают. А также благодаря внутреннему экспертному потенциалу данные справочники разрабатываются. И, соответственно, при разработке справочников этих очень грамотно подбираются техники, маркерные вещества и уровни, которых позволят достичь данной техники. В основу, конечно, брались, скажем так, подходы к определению изначального определения и разработки справочников, именно подходы Европейского Союза. Мы можем говорить об опыте Соединенных Штатов Америки, мы можем говорить об опыте Китая, об опыте Южной Кореи. Общий подход один и тот же. Где-то жестче требования, где-то, скажем так, где-то помягче требования. Но тем не менее подход один. Это, опять же, мы говорим о бенчмарке. То есть есть предприятия, которые достигли хороших показателей, соответственно, все остальные должны к ним подтягиваться. Понятно. Спасибо. Ну, мы будем надеяться, что как бы 99% наших всех пороговых значений соответствуют европейским. И вы здесь ключевое отметили, да, что к новым предприятиям сразу они должны соответствовать нашим справочникам, а текущие предприятия, ну, так, за определенный промежуток времени должны там дойти, да, до определенных значений. Вот у меня хотел вопрос, ну, как бы следующий вопрос. С 2025 года, да, у нас вступают в силу эти справочники или комплексные экологические разрешения. Вот этапность введения. Какая это этапность введения? Ну, смотрите, справочники должны быть разработаны до 2023 года, условно. До конца 2023 года. Ну, по кодексу на сегодняшний день до 1 июля 2023 года. Okay. Будем говорить за 2023 год. Сейчас идет большой пакет поправок в экологический кодекс, поэтому мы не можем четко говорить. Может быть, это будет и 2024 год, может, это будет конец 2023 года. Я хочу сказать, что справочники должны быть разработаны до этого периода. Они будут разработаны однозначно. Другой вопрос об их утверждении в правительстве Республики Казахстан. Это совсем другая процедура. Эта процедура очень долгая и сложная. Но тем не менее, когда эти справочники разработаются, предприятия могут, не дожидаясь 2025 года, то есть о чем нам говорит 2025 год? С 1 января 2025 года именно предприятия, операторы объектов первой категории, топ-50 предприятий, обязаны переходить на комплексное экологическое разрешение. В том случае, когда эти справочники будут разработаны раньше этого срока, эти предприятия могут получать комплексное экологическое разрешение на основании национальных справочников уже раньше установленного срока. Но также есть и обратная сторона, которая также смягчает эту ситуацию. Согласно 418 статье Экологического кодекса, это переходные положения,
Предприятия, которые хотят перейти на комплексное экологическое разрешение, могут также пользоваться и БРЭФами в случае отсутствия национальных справочников, что дает возможность предприятиям переходить уже на принципы НДТ уже сегодня, не дожидаясь ни 2023 года, ни 2024 года, а также не 2025 года. Вот переход этих предприятий, если не ошибаюсь, они освобождаются от каких-то видов налогов. Правильно понимаю? Все верно. Какие это виды налогов? Существует 870-я декларация платы за эмиссии в окружающую среду. То есть каждое предприятие в зависимости от количества выделяемого, скажем так, да, в общем плане, или выбрасываемого загрязняющего вещества, либо сброшенного загрязняющего вещества в водный объект, оно обязано платить по установленной методике определенные суммы налогов. Давайте так, для общего понимания, я озвучу сумму, я обезличу предприятие. То есть предприятие А, горнодобывающее, горноперерабатывающее, градообразующее предприятие, это порядка 10 миллиардов в год, только за эмиссии в окружающую среду. Поэтому предприятие, если в случае перехода на комплексное экологическое разрешение, с момента получения КЭР и утверждения программы повышения экологической эффективности, оно автоматом освобождается от этих налогов. То есть высвобождающие средства могут быть направлены предприятиям на приобретение данных технологий и их внедрение соответственно. Я где-то вот помню цифру по Казахстану, если не ошибаюсь, цифра была где-то 92 или 93 миллиарда тенге. Эта информация была, когда вот экологический кодекс разрабатывался, что вот все наши предприятия в сумме в рамках там, налогового кодекса, да, и экологического кодекса осуществляют выплаты за эмиссии в размере 92-93 миллиардов тенге. Ну, грубо говоря, да, это вот то, что поступает в местный бюджет, которые должны были там, теперь, согласно там, экологическому кодексу, приложению 4, должны направляться на определенный перечень мероприятий для местного исполнительного органа. Ну, как бы, чтобы тоже у зрителей и у коллег там, было правильное понимание. Я не знаю, какая сегодня эта сумма, может быть, методики пересмотрели, может быть, налоги пересмотрели и так далее. Вот вы начали говорить об утверждении постановлений правительством, и у меня возник вопрос, как общественность участвует в этих процессах? Первое, там, есть ли в вот этих технических рабочих группах представители общественности, это первое, или есть какая-то другая процедура участия общественности в рамках разработки справочников и внедрения НДТ? В обязательном порядке общественность Республики Казахстан участвует, скажем так, в том числе и разработке справочников по НДТ. В чем это выражено? В первую очередь привлекаются те же самые ассоциации в состав технических рабочих групп. То есть это те ассоциации, которые представляют отчасти нашу общественность. Дальше, если говорить об этапности разработки справочников по НДТ, существует следующий механизм. Еще есть такая, скажем так, этапность по просмотру этих справочников. Это комитет по вопросам разработки справочников по НДТ, куда входят порядка 5 государственных органов. Это органы национальной экономики, органы санитарного эпидемиологического благополучия населения, органы ЧС, это Министерство энергетики, Министерство экологии, вот. А также отраслевые ассоциации и экологические ассоциации, в том числе и Атамикен, который также представляет интересы как и предприятий, так и в целом общественности. Более того, все справочники в обязательном порядке проходят процедуру общественных слушаний. Это уже третий этап, да? Я вам говорю о третьем этапе. Процедура общественных слушаний проходит на портале под названием «Экопортал». То есть в обязательном порядке каждый заинтересованный гражданин нашей республики может просмотреть эти справочники, дать им оценку и выразить свою позицию, выразить свое мнение. После, соответственно, когда слушания закрываются по времени, мнение народа мы слышим, смотрим и принимаем в работу. Где есть объективные моменты, мы их дорабатываем, где есть, просто скажем так, эмоции, мы, соответственно, либо поддерживаем эти эмоции, либо стараемся объяснить, почему справочники разработаны именно в этом русле и как в целом вообще был подход для этих справочников подведен. Да? Четвертый этап.
При утверждении справочника по наилучшим доступным техникам, именно чем? Да, решением правительства, выраженным в постановлении правительства Республики Казахстан, в обязательном порядке, до того, как данный Там проект уже, НПА пойдет по госорганам, он проходит процедуру еще общественного обсуждения. Ну, в открытых НПА, В на открытых портале НПА. ЕГОВ, да, ну, да, это уже Все верно. регламентированная процедура. То есть это 4-й этап. Если посмотреть на все эти 4 этапа, то, соответственно, можно сделать вывод о том, что данные справочники являются открытыми, транспарентными, и каждый житель нашей республики может внести свой личный вклад для того, чтобы улучшить его конструктивно, технологически, ну, либо, скажем так, привнести какие-то свои новые, свежие идеи. Вот затронули вопрос совершенствования. Я бы хотел понять, как часто мы можем менять справочники? Это очень интересный вопрос, потому что, к примеру, в Европе справочники, если я не ошибаюсь, меняются каждые 3 или 4 года. В Республике Казахстан законодательно предусмотрен пересмотр справочников каждые 8 лет. И, соответственно, изменение справочника либо его части пересматривается только с той целью, чтобы улучшить экологическую обстановку нашей республики. Условно, разрабатываются какие-то новые технологии, техники, оборудование, методы, способы там, на стадии НИОКРа, научных институтов, апробируются. И когда эти техники найдут свою реализацию, скажем так, в определенной отрасли и покажут, подтвердят свою дееспособность, да, свой эффект, эти техники непосредственно должны быть внедрены в эти справочники при их пересмотрах. Не считаете, что 8 лет это много? Ну, смотрите, программа повышения экологической эффективности для предприятий предусмотрена 10 годами. То есть в рамках 10 лет предприятие должно модернизироваться и достичь определенного уровня того, который указан в заключении к справочнику и в самом справочнике соответственно. У предприятия есть 2 года форы для того, чтобы, скажем так, понять, будут ли новые технологии придуманы, скажем так, да, апробированы, и лягут ли они в справочник. То есть 8 лет, я считаю, это вполне достаточная, скажем так, дата, достаточная цифра для того, чтобы понимать, куда будут двигаться дальше технологии и как они найдут свое отражение в этих справочниках. Еще раз, да, возвращаясь к роли общественности, я бы хотел еще один момент такой. Проводилась ли вами оценка влияния тех же выбросов, может быть, да, на там, последствия для населения, для экономики страны? Что касается проведения определенного анализа, мониторинга по влиянию, скажем так, или по внедрению НДТ, либо не внедрению НДТ, да, есть у медали 2 стороны. Такая работа была проведена. Действительно, благодаря немецкому агентству GIZ был проведен анализ. Анализ в части энергетической отрасли. Вот, к примеру, можем затронуть город Павлодар, да? Очень большой, крупный промышленный город, где очень много больших, крупных предприятий, загрязняющих окружающую среду. Мы говорим о городе или о области, ну, чтобы мы сразу понимали? Область Павлодар, Область. Павлодарская область, да. Там функционируют такие организации, как Алюминий Казахстана, да, и ряд других предприятий, большие крупные ТЭЦы в целом. Поэтому был сделан анализ международной организации, по результатам которого было установлено, что только по Павлодарской области можно предупредить преждевременную смертность по человеческому капиталу, это порядка 5000 человек в год. Что переведено было в денежный эквивалент, это порядка 2,8 миллиардов долларов США. То есть эти деньги могли бы, скажем так, войти в экономику страны, да, и, скажем так, улучшать экономическую и экологическую часть данного вопроса. И вот здесь хотел вас дополнить.
Мы когда вот в прошлый раз снимали выпуск по вопросу загрязнения воздуха, Всемирный банк проводил оценку, но там был акцент сделан на загрязнение воздуха. У них были цифры порядка 10 тысяч преждевременных смертей можно было предотвратить в год. Но это касается, опять же, только вопроса загрязнения воздуха. Здесь, наверное, вопрос, который вы рассматриваете, он чуть шире, наверное. Здесь и сбросов касается, да, и выбросов. Здесь только по выбросам, вы все правильно говорите. Не суть важно, это 10 тысяч человек, это 5 тысяч человек, это 1000 человек. Это в первую очередь жизни наших с вами сограждан. Да. Это наши с вами братья, сестры, это наши с вами дети, да, в будущем. Поэтому не зря глава государства при каждом своем выступлении отмечает, что самым важным ресурсом нашей страны является человеческая жизнь, человеческий капитал. Поэтому промышленность должна понять, в конце концов, поставить на чашу весов два аспекта. Первый аспект — это суммы, возможно, и большие суммы, которые она будет внедрять, вкладывать для внедрения и перехода на принципы НДТ, скажем так, да? На другой стороне чаши весов — это жизни наших с вами сограждан. Если идти через аспект человеческой жизни, я думаю, ни у кого не останется вопросов, что неизбежность внедрения НДТ — это является вопросом номер один на повестке, скажем так, перехода Республики на зеленую экономику. Спасибо, Бауыржан, за ответ, что вы смогли так раскрыть эту тему. Я бы вот обратную сторону хотел бы задать вопрос, то есть обратную сторону внедрения НДТ. А что будет, если, там, предположим, некое предприятие не хочет или не планирует внедрять НДТ? Какие для него есть последствия? Действительно, предприятие может отказаться от внедрения наилучше доступных техник, да, и получения КЭР в целом. Но в таком случае, если мы говорим о предприятии, входящих в состав топ-50 предприятий первой категории, то для них с 2025 года предусмотрена норма по увеличению налоговой ставки платы за эмиссии в окружающую среду. То есть с 2025 года это в 2 раза, с 2028 года это 4 раза, и с 2031 года это 8 раз соответственно. Что касается, да, скажем так, карательного метода, законодательно, насколько мне известно, не предусмотрены штрафы, ни административные, ни иные штрафы для того, чтобы иметь меры воздействия на предприятие, да, для перехода на принципы НДТ. Но тем не менее, предприятия должны понимать, опять же, что внедрение НДТ на сегодняшний день дает больше, скажем так, возможностей для того, чтобы быть в первую очередь конкурентоспособным, в первую очередь, чтобы удержаться на рынке, чтобы быть транспарентными, чтобы быть открытыми и, соответственно, вести бизнес на уровне, скажем так, своих международных коллег. Завершая наш выпуск, я бы хотел несколько вопросов задать. На самом деле, они тоже очень важны, но они не касаются вопроса в целом внедрения, они касаются вопросов стоимости, будем честны. Вот я бы хотел понять, комплексный технологический аудит. В целом, сколько человек участвует в комплексном технологическом аудите и какова стоимость этого технологического аудита? Четкой стоимости по проведению комплексного технологического аудита нету. Он рассчитывается исходя из специфики производств, исходя из количества технологических, скажем так, аспектов и процессов. В том числе этот расчет рассчитывается для каждого предприятия в индивидуальном порядке. Поэтому, если предприятия желают пройти комплексный технологический аудит на предмет соответствия принципам НДТ или возможному в будущем внедрению, да, таких наилучших доступных техник, оно может обратиться в НАО, Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов с определенным запросом, на который будет в обязательном порядке выдано коммерческое предложение с определенной стоимостью, исходя из специфики производства. А может ли отрасль, может быть, она не включена в топ-50, да, отдельная отрасль, может быть, я не знаю точно, может быть, есть такие отрасли,
инициировать разработку справочника. Ну, то есть вместе с вами оказывать техническую, финансовую поддержку, да, и вместе с вами разработать и утвердить для своей отрасли, ну, как бы по собственной инициативе. Безусловно, нет законодательных запретов по разработке справочников, либо ограничений, либо это будет, будем говорить, за бюджетные деньги, либо это за коммерческие деньги. Справочники могут разрабатываться за любые финансовые средства, разрешенные законом Республики Казахстан. Поэтому любая организация, либо группа организаций, представляющая определенную отрасль, может выйти с инициативой по разработке того или иного справочника, ну, который до сих пор, скажем так, еще не разработан в Республике Казахстан, за внебюджетные средства. Ну, то есть мы как-то, имею в виду, почему этот вопрос возник, проект, справочник по энергоэффективности, он же был разработан в рамках донорской помощи, да, будем говорить, между там, в рамках соглашения между двумя министерствами экологии, там, двух стран, да, грубо говоря. То есть, в принципе, и за счет грантовых средств, и за счет средств там, определенных предприятий, определенной отрасли, и в рамках бюджетных средств это все может разрабатываться. Еще раз говорю, если в этом есть потребность самой отрасли. Безусловно. Бауыржан, да, спасибо, что сегодня смогли уделить время. Я думаю, что мы в целом смогли как бы раскрыть тему вопроса наилучших доступных технологий. Этот вопрос очень такой актуальный. Вообще в целом вопросы НДТ и влияние НДТ на экономику, на экологию, они очень важны. Я вот несколько раз, ну, то есть уже ряд программ отсняли и как бы все-таки все время замечаю для себя там краеугольность, да, там общественность, экономика, да, развитие, предприятия, многие стороны одних и тех же вопросов, и самое главное баланс, да, баланс интересов, чтобы где-то не было существенных перегибов и так далее. Получилось развиваться с минимальным воздействием на окружающую среду, чтобы мы становились там зеленее, будем говорить, и создавали комфортные условия жизни для всего населения нашей республики. Вам большое спасибо, что смогли принять участие. Благодарю вас, Жаксылык, за приглашение. Действительно, должны быть зеленее и технологичнее. Да. Это очень важно. Спасибо. Спасибо большое.